конце 20-х годов на Северном Кавказе развернулось массовое колхозное движение. Сотрудники милиции в ту пору вели энергичную борьбу по ликвидации бандитских шаек, направляемых и поддерживаемых из-за рубежа. События этого фильма были лишь эпизодом в этой борьбе. Уважаемые члены комиссии, дорогие гости, продолжаем смотр лошадей для отправки в Москву на выставку. Перед вами чистокровный жеребец племзавода «Красная ночь» по кличке Кавказ. Неоднократный призер всесоюзных скачек этого года, победитель областных конноспортивных соревнований, жеребец Сосруко. Племенной завод «Заря Кавказа», а халтыкинский жеребец «Мелькуш». Конный завод «Заря», победитель Кубка дружбы народов Северного Кавказа, жеребец карабаирской породы по кличке Каро. Это трехлетний скакун 29-го года рождения. Отец Карагец, мать Равашка. Стоять. Стоять. Красавец. Ножку. Ножку. Вот так. Хорошо. Спокойно. Спокойно.
Ну так что ж, Дараев? Мне добавить нечего. Но я считаю, если поприжать сторожа, то он во всем признается. Сразу поприжать. Сразу виноват. А доказательства? Вместо детального осмотра интуиция. Вот как мы работаем, Женит. Пускали собаку. Но там так истоптано после пожарных, что... Ой, книжные разговоры. Разрешите? Что так долго? Пришлось задержаться на месте, поспрашивать. Угу. Знакомьтесь, Жунит Шукаев. Прибыл после учебы. Много слышал, Исаков. Присаживайтесь. Ну, несешь ясность? Думаю, что дело обстояло так. Сторож напился. И при обходе обронил фонарь, который стал причиной пожара. Фонарь я нашел на месте происшествия. Сторож его опознал. И еще. В этот день он выпивал в буфете ипподрома. Буфетчик подтвердил это. Вот пока все. Ну, хорошо. Что там у тебя? Сообщение из Ростова. Читай. Начальнику управления Дебагову. Точка. Ваше управление откомандирован с особым поручением начальник отдела по борьбе с бандитизмом Северо-Кавказского края товарищ Денисов. Прошу оказывать всяческое содействие. Колосунин. Значит, пламя пожара было видно и в Ростове. Сам Денисов к нам пожалует. Ну что, Женит, наверное, соскучился по работе. Еще раз поздравляю с окончанием учебы в Москве. Назначаю тебя в группу товарища Исакова. Нам нужно в кратчайший срок во всем разобраться. Что ты хочешь от меня, Асфар? Повторяю, зачем надо было сжечь лошадей? Что проку? Теперь каждый горет за них, а нас и так осталось мало. Я не узнаю тебя, Асфар. Почему вдруг ты так заговорил? Испугался? Да потому что эта земля проклята, давно проклята, понимаешь ты? Не сегодня-завтра нас перестреляют всех, как куропаток. Всех, а я хочу еще пожить. С меня хватит. Я ухожу за кордон. Ты просто устал, Асфар. Я верю в тебя. Мы с тобой так много сделали. Это знают и наши друзья там. А где они, наши друзья? Сколько лет ты твердишь, вот-вот начнется. Что начнется? Где? Когда? Хватит. Я не верю вам. Отдай мне деньги обещанные и золото. Попади! Что ты таскаешься с ним, Мустафа? Бросай его к черту! Быстрее возьми мешок! Это тебе от Унарокова, собака. Опоздал. Это политическая акция. Ведь часть лошадей сразу после выставки предполагалось продать за границу, на валюту. Вы знаете, как это важно для нашего государства. И дело нашей чести в кратчайший срок выявить преступников и тех, кто за ними стоит. Извините. Да, Дебагов. Слушаю, Туков, слушаю. Так. Что еще? Хорошо, поможем. Хорошо. Этого еще не хватало.
Угнано 16 лошадей из Чухракской конефермы. Убит конюх Трамлоев. Пригласи ко мне Шукаева. Есть. Значит так. Исаков, за тобой ипподром. Возьмешь себе еще кого-нибудь из оперативников. А Шукаева... Чухрак. С ним Дараева. А кто такой Шукаев? Жунит. Он у меня командиром эскадрона был в полку. Боевой командир. Разрешите войти? А, вот он сам. По вашему приказанию прибыл. Проходи, Жунит. Мы здесь посовещались и решили поручить тебе другое дело. Самостоятельное. В помощь тебе назначен Дараев. Отнесись со всей серьезностью к указаниям, которые даст тебе товарищ Денисов. Возражения не будет? Нет. Мы надеемся на вас, товарищ Шукаев. Верно? Простите. Евгений Мурадович, я к вам. Здравствуйте, Руслан. Я еще раз допросил сторожа. Он сказал, что хотя и пил мало, но ничего не помнит. Конечно, скажет, что не виноват. Я хотел бы еще узнать, какие люди с ним были в буфете. Может, их помнят посетители, буфетчик. И еще странно, что сторож... Ясно. Но этим делом я займусь сам. У вас теперь новое дело. Угон лошадей и убийство в Чухраке. Старшим назначен Шукаев. Я предлагал другое, но... Не падайте духом. Я вам сочувствую и буду помогать. Тогда на ипподроме не все лошади сгорели. Я пожалел Карабаира. Думал, зачем добру пропадать. И переправил его в надежное место. Дальше. Я оставил его у своего человека на время, пока все утихнет. Где? В Чухраке. Кто об этом знает еще? Никто. Но вчера Трама, моего человека, убили. Колхозных коней увели, и Карабаира тоже. Прости, хозяин. Жадная скотина. Теперь узнает, что Карабаир уцелел. Начнется следствие, и всем нам крышка. Ты это понимаешь? Да. Черт возьми. Кто это так поздно? Да, это я. Здравствуйте. Да. Мы, наверное, встретимся с вами завтра. После обеда. Да, удобно. Ничего. Я найду время. Спокойной ночи. На базаре был? Был. Давай сюда. Я надеюсь, что все было так, как ты рассказал. Это унароковские дела. Он еще пожалеет об этом. Иди к Асфару. Спроси его про коня. Запомни, ты должен найти Карабаира живым или мертвым. Ты спину прямо держи. Меньше будешь уставать. Ничего, мне и так удобно. Да ты не обижайся. Я-то, можно сказать, в седле родился. Сначала мальчишкой табуны гонял, потом всю войну верхом. Потому на гражданскую 3 коней убили. Последний был самый умный. Сколько раз от верной смерти спасал. А тебе раньше верхом приходилось? Я городской горец. На коня только в милиции сел. Руслан, а во сколько случился пожар на ипподроме? Примерно в 12 ночи. Час пожарные машины были там. А сообщение из Чухрака пришло через день. Иди сюда. Вот тебе туда. Сыграй, дочка, сыграй. А я сейчас вернусь. Так, в день, когда убили Трама Лоева,
Из вас кто-нибудь был на ферме? Нет, никого не было. Я ездил в аул, невестка рожала. Вот Кучук. Ну, он только что начал работать. Один не успевает. Люди напуганы. Не хотят здесь работать. Талиб, чего там стоишь? Подойди-ка к нам. Это товарищи из милиции. Кто главный из вас будет? Я? Вы что-то хотите сказать? Да. Скажи-ка, а кого-нибудь уже поймали? Я вас слушаю. Недавно нехорошие люди здесь были. Приехали ко мне на Бахчу, взяли арбузы, дочку обидели. Что за люди? Один был Газиз Дзыбов. А других знаете? Других не помню. Чужие, да и темно было. Вон, у Сиюхова спросите. Он все знает. Родные. Спасибо, Талиб. Вы знаете Сиюхова? Да. Ассаламу алейкум, бригадира, я к тебе. О, Талиб уже гостям арбуз подарил. Ваша фамилия Сиюхов? Я Сиюхов. Зачем ты писать хочешь? Я предупреждаю, за дачу ложных показаний вы будете отвечать перед законом. Подожди, Руслан. Тебя как зовут? Якуб. Садись сюда, Якуб. Пусть он ничего не пишет. Я и так, что знаю, расскажу все. Якуба в ту ночь не было тут. Правильно. Зухра на мне записана. Кобыла такая есть. Кто коней взял, кто воровал, не видал. Пьяный был, на работе не был. Однако подозрений имею. Кого подозреваешь? Газиз Дзыбов в Чохраке был. Талиб тоже видел. Еще кого видел? Больше никого не видал, ничего не помню. Якуб, а следы у оврага? Товарищи милиционеры, не подумайте, что Якуб такой плохой. Смелости нет. Боюсь. Не надо бояться. А где ты видел следы? Якуб теперь скажет. Вон в черном лесу глубокий овраг есть. Туда следы идут. В реке пропадают. Спасибо, Якуб. Нам надо смотреть конюшню. Угнали 16 менных лошадей. Остальные на выгоне. А вот здесь Зухра стояла. Я след Зухры сразу узнаю. У нее на задней ноге копыта расколото. Так. Скажите, а кто-нибудь из посторонних к Траму Лоеву приезжал? Да нет. Он странный был, Лоев. Молчал все. Семья у него есть? Нет, он не из этих мест. Кроме лошадей ничего не пропало? Ага. У Трама мешок был. Табак там хранили. Стал я табак искать, а мешка нет. А есть тут кто-нибудь, кто в старые времена занимался конокрадством? А как же? А Хахан Зафесов, это джигит. Да он уже стариком стал. Отец мне рассказывал, в старые времена не было такого коня, чтоб Хахан не мог увести. Джонни! И вы, зайдите сюда. Что за конь стоял у вас здесь? Какой конь? Денник только-только после ремонта. А это что? А? Не знаю. А это обглодано зубами лошади. Молодец. Якуб, пойдем покажешь нам овраг и следы. Нет, начальник, я работу не брошу. А за меня кто будет работать? Ничего, бригадир сообщит председателю. Якуб, подойди сюда. Что, Якуб, знакомый след? Это же наша Зухра! Это Зухра наступила. Я сразу узнал этот след. Теперь уже точно найдем. Насипхабли она. А почему вы так уверены? Отсюда куда не пойдешь, все равно туда придешь, начальник.
Вор! Советская власть! Милиция! Советская власть! Милиция! Перестаньте, вам говорят! Пустить! Якуб, пустить! Прекратите сию! Спокойно! Успокойтесь! Зухру украл! Спокойно! Не отпускай его! Вор! Прекратите! Шайтанов Зухру украл! Кто украл? Ты украл! Как попала к вам эта лошадь? В лесу нашел. Ваша фамилия? Еганов Мурат Хатуевич. Товарищ милиционер, пиши! Обязательно пиши! Кабан мою Зухру украл, а я отвечаю! Товарищ милиционер, моя Зухра! Посмотри копыта! Хорошо. Пойдем Посмотри. посмотрим. О, видишь? Да. Все верно. Ну что ж. Не верю я вам, Яганов. И товарищ Дараев тоже не верит. Собирайтесь, пойдете с нами. Зачем? Там узнаете. Собирайтесь. Ола, за что ты караешь бедную женщину? Завтра на базар нужно ехать, а его милиция забирает. Отпустите, отпустите его. Он ни в чем не виноват. Я одна во всем виновата. Да прекратите истерику. Ну хорошо, пойдемте. Расскажете, в чем вы виноваты. Только спокойно, спокойно. Расскажите, как вы... Непременно буду. Слушаюсь. Так, ну, какие новости? Азиат Яганова показалось, что двое неизвестных были у нее. Так. Один со шрамом на лице, другой бородатый, по имени Асфар. И выменили за бочонок самогона рабочую лошадь. А лошадь, как оказалось, принадлежит Чахракской конеферме. И еще она сказала, что они спрашивали про Дзыбова Газиза. Кстати, он здесь, в селе? Давно не видел. Вроде нет его. Мать одна в доме. А где сейчас Хахан? Зафесов. Зафесов? Должен быть дома. Коблев! Махмуд! Я? А ну, разузнай, дома ли сейчас Хахан? Слушаюсь. Я мигом. Интересная штука война. Там я делал то же, что и дома. Коней угонял. Но здесь за это тюрьма, а там награда. О, этот крест я получил за то, что у целого эскадрона лошадей угнал. У целого эскадрона один. Что, нравится? Да, тонкая работа. Подарок. Когда-то и я был молодым, девушка подарила. Так что, отец, вы нам ничем помочь не можете? Посмотри на себя. Ты молодой, сильный. Посмотри на Хахана. Старый, слабый. Вот только саты, пчелы. Хахан уже давно нейтралитет. Да мы не вас имели в виду. Может, вы что заметили? Молодой человек, нельзя подозрением человека обижать. Но если тебе это так важно, скажу. 3 дня назад у Трамалоева я во дворе незнакомых людей видел. А больше я ничего не видел. Спасибо за угощение. До свидания. Аллах с вами, дети мои. Ну что мы с ним так церемонимся? Допросить бы его как следует, сразу бы во всем признался. Я ведь чувствую, он говорит меньше, чем знает. Может, ты и прав, Руслан, но подозрений к делу не подошьешь. О. Тау, посмотри, не наследил ли он. Подойди ближе. Что-то ты стал невежливым. Шляпу нацепил, а не здороваешься. Здравствуй, Асфар. Где жеребец? Где коров? Ты должен знать, где он.
Амир, посмотри лошадей. Я ждал тебя, Муталиб. Я был уверен, что ты придешь. Отпустите его. Трамлоев, мой кунак. Ты знаешь это? Я спрятал у него карабаира. Ты убил Трама и украл коня. Хозяин спрашивает, зачем ты это сделал? Здесь вопросы задаю я. Я не люблю свидетелей, Муталиб. Мертвый Трам лучше живого. Мертвый никогда не продаст. Прошло то время, когда я отчитывался перед вами. Но одно скажу. Я увел лошадей, потому что они колхозные. Понимаешь? Колхозные лошади. Их у меня уже нет. Зато есть деньги. Ты посадил на хвост милицию. А откуда я знаю? Может, это ты ее привел? А? Я не верю тебе, Муталиб. И хозяину не верю. Куда ты дел жеребца, Асфар? Слушай, Муталиб, я вот думаю, может, зря я с тобой разговариваю. А вот куда тебя? К Лоеву? Итак, Зыбов, Газиз Хызырович. Род занятий? Жить в полной мере. То есть мы все живем? Вы живете опутанные должностями, службой. А вы что, избранный? Если вам будет угодно. Иначе говоря, я принадлежу к меньшинству, а значит, к избранным. Меньшинство меньшинству рознь. Преступников, например, гораздо меньше, чем честных людей. Они что, избраны? Не скажите. Если к явным преступникам прибавить всех потенциальных, то честных людей не останется и вовсе. Послушайте, Зыбов. Что? Я лично смотрю на преступника как на потенциально честного и запутавшегося человека. Но приступим к делу. Где вы были в ночь с 21 на 22? С 21 на 22 спал дома. Вы знакомы с Талибом Бичоевым? А, Бахчи. Я знаю его, он знает меня и только. Где вы его видели? Ах, вот в чем дело. Недавно заезжал с приятелями. У Талиба отменные арбузы. С кем вы были? Я не люблю называть имена без крайней необходимости. Тем более в такой беседе. Что, горький опыт? Люди не сделали мне ничего плохого. Зачем их награждать лишними хлопотами? Значит, вы не хотите назвать их имена? Нет, не хочу. Скажите, когда вы должны были встретиться с Асфаром? Не знаю я никакого Асфара. Надеюсь, можно? Курите. А мы пока сделаем обыск в вашем доме. Руслан, бери Коблева, понятых и действуй. Хорошо. Кому принадлежит эта уздечка и мешок? Вы можете объяснить, откуда у вас взялись эти вещи? Не знаю. Нет. Коблев, отметьте это в протоколе. Угу. До свидания. А вас я завтра жду в отделении милиции. Ну и что? Коблев! Да? Ну что, товарищи, большое вам спасибо. Так-то расходитесь, расходитесь. Может быть, я хозяйством не занимаюсь. Найдено в сарае. Спросили бы у мамы. Ваша мать тоже не знает, Зыбов. Уздечка и мешок принадлежали убитому Траму Лоеву. Чего вы взяли? Мало ли на свете мешков. Хватит, Зыбов. Вы арестованы по подозрению в убийстве конюха Трама Лоева и угоне колхозных лошадей. Абсурд. Я отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Так что сажайте меня, если имеете на это право. Коблев, уведите его. Поезжайте к Сиюху на ферму и предъявите мешок для опознания. Есть.
Идите. Но в чем дело? Немного, и он бы сознался. Да ничего бы он нам не сказал. Это во-первых. Во-вторых, мы сваляли дурака. Мы не могли предъявлять обвинений, пока Мешок не был опознан на ферме. Тут он прав. Не только этот Мешок. Уздечку тоже нужно опознать. Что здесь происходит? У вас что? Есть доказательства вины Дзыбова? Может быть, это уздечка? Пока не знаем. Товарищи областные работники, здесь за все отвечаю я. Понимаете, я. А вы арестовываете человека, будоражите людей. Меня не известили об этом. Предупреждаю, я вынужден сообщить обо всем начальству. Кто будет отвечать? Я буду отвечать. Я. Мне только что звонил Туков. Беспокоится. Шукаев кого-то арестовал, обыск произвел, а Тукова на допрос не пригласил. Так, прекрасно. А я ничего не знаю. Таков, видимо, новый стиль работы. В беседе со мной Шукаев просил меня об оперативной самостоятельности. Я думаю, что в интересах дела ему можно это позволить. А я ничего об этом не знал. Ну хорошо, Евгений Мурадович, поезжай-ка прямо сейчас к ним и быстро обратно. И сразу информируй нас. А что у нас там с ипподромом? По описанию сторожа составлены портреты двух его собутыльников. Но они, сами понимаете, очень приблизительны. Так что поиск может затянуться. Я склонен считать, что вина сторожа очевидна. Если бы он не был пьян, лошади бы не сгорели. Ну что ж, надо кончать с этим делом. Но ты все-таки поезжай, Чахрак. Я думаю, мы приняли правильное решение. Таких я 3 уздечки знал. Одна сейчас в Англии, другая вместе с лошадью похоронена, а это была на Карабаире по кличке Каро. А вы уверены, что это та уздечка? Молодой человек, эти уздечки делал мастер Гебек из Дагестана. Давно он умер. Как она могла оказаться здесь? Вот его клеймо. Так откуда она? Люди надевали уздечку. Люди снимали. Наверное, они и принесли. Так, а где же конь? Трудно сказать. Эту уздечку мы нашли у Дзыбова. Нам очень важно, чтобы ее опознали. Правильно говоришь. Человеку надо помочь. Откуда она у него? Спросишь у Газиза, он и скажет. Да не говорит он, в том-то и дело. Правильно. Ничего и не скажет. Потому что он ничего не знает. Да не морочьте нам голову, Зафесов. Если я правильно понял, то кто-то подбросил уздечку Дзыбову. Зачем? Вам это известно? Хахан ходит, Хахан видит. Газиз не брал уздечку, нет. Больше ничего не знаю. Хахан нейтралитет. Ассаламу алейкум, Евгений Мурадович. Алейкум ассалам, дорогой Хаджиби. Шукаев и Дараев в селе у Зафесова. Хорошо, ну раз их нет, то мы пока побеседуем. Отдохнете, умоетесь с дороги. Там мы поговорим. Никого не впускать. Товарищ Шукаев! Сиюхова опознал мешок, вот. Слушайте, Коблев, почему вы так долго? Как долго? Я его еле нашел. По всему району гонялся. А что случилось?
Все в порядке. Спасибо, Махмуд. Чего тебе? Чего? Чего чокает по утрам? Сейчас иду. Выходи. Вперед. Скоро ты? Эй, ты что, заснул? Привет, Алексеич. Привет. Здорово. Кто приехал? Исааков. А? Кто стрелял? Что случилось? Сбежал! Кто сбежал? Руслан, срочно организуйте погоню. Он далеко не мог уйти. Есть! Махмуд, собаку! Она здесь? Вперед! А вы останьтесь, Шукаев. Есть. Обо всем мне немедленно доложите. Руслан сам справится. Быстрей! Не отставать! Опоздали. Прошу в дом. Оставайтесь здесь. Коблев, обыск. Есть? Ну, рассказывайте, куда мы опоздали? Скрывать не стану. Был у меня газиз, теперь нету. Бурку взял и ушел. Нурсан, проверь здесь. За мной, Курбан. Да, пускай собаку на след. Куда он направился? Про то я не знаю, про то Аллах знает. Заджасов, вы обязаны сказать, куда скрылся Дзыбов. Зачем так говоришь? Хахан нейтралитет. Гость придет, Хахан примет. Напоит, накормит и в дорогу отправит. Вы помогли скрыться особо опасному преступнику. Какой-то к черту нейтралитет. Газиз гость. Бурку взял, коня взял и ушел. Какого коня? В сарае не пахнет лошадьми. Ни навоза, ни корма. Нейтралитет. Это лампа на окне. Нейтралитет. Теперь они сбиты с толку. Пока они будут возиться с газизом, дойдем до перевала. А там 2 дня до границы. Хватит нам эти листовки, поджоги, колхознички. Асфар, ты забыл о хозяине. Он нам не простит. Да, он не простит. Я перешел ему дорогу. Пойду посмотрю, как там же ребят. Коро.
Руслан, а как был одет Хахан? Как обычно. Шапка, овчина, шерстяные носки. Во время обыска ты не видел где-нибудь сапоги? Я ж не сапоги искал. Хотя подожди. Ну что, вспомнил? Точно не видел. Все ясно. Хахан. Поэтому собака не взяла след. Хахан отдал свои сапоги Газизу, а Газиз свои унес под мышкой. Какой же я идиот. Он же был совсем рядом. С лампой ты сообразил правильно. Лампа на окне — это сигнал для Газиза. А с сапогами старый трюк конокрадов. Ну и Хахан. Я приветствую вас. Газиз? Откуда ты взялся? Ты же в милиции. Может быть, мне вернуться? Или мне предложат сесть к огню? Вот это другое дело. Будешь заливать, что рванул из милиции. В чем дело, ротмистр? Вы что, не рады? Если сам бежал. Дурак. Теперь на нас след наведешь. Думать надо. А если легавым продался, берегись. Твоя мать у нас в руках. Не мать, а мама. Я не для того бежал, чтобы снова попасть к вам на допрос. Кто из вас подбросил мне мешок? Ты продал меня, Асфар. Убью собаку. Идешь. Что такое? Мерзавцы. Тихо, тихо, стреляй. Зыбов еще дышит. Скорее в комнату. Осторожно. Так. Сюда, на лавку. Тихонько. Махмуд, скорее врача. Маму берегите. Маму. Этого я им не прощу. Они убили. Кого? Трама. Кто? Асфар и Тау. Как их фамилии? Не прощу. Я этого им не прощу. Где они сейчас? В ореховой балке. Я этого им не прощу. Маму берегите. Стойте. Что случилось? Дымом пахнет. Костер. Версты 3 отсюда будет, не больше. Будьте наготове, все может случиться.
Сюда. Это они? Их надо брать по одному без шума. Руслан, ты с Махмудом пойдешь от речки, а мы спустимся здесь. Ау! Трусливые сволочи! Амир! Скорей ко мне! Бросай оружие! Коблев, прикрой! Стой! Стой! Стой, тебе говорят! Стой! Не с места у Нароков. Зачем? Он мертв. Так ему и надо. Эту мразь давно надо было прикончить. Так кто ушел на коне? Ну? Тау. Жаль, хороший конь был. Какой конь? Посмотрите, их лошади на месте. Он ускакал на какой-то другой. Всем в погоню! К перевалу! Тау теперь не пойдет на перевал. Ни за что не пойдет. Он прав. Тау ведь догадается, что мы перекроем дорогу на перевал. Поменьше бы рассуждали, Руслан. Пока Тау не натворил новых бед, его необходимо обезвредить. Ну, а этих я лично сам допрошу и доставлю в город. Товарищ Шукаев, вот. В сидельной сумке нашел. Опять Хахан. Видишь, я сам пришел, начальник. Сам. Правильно сделали, Зафесов. Что скажете? Хочу помочь вам коня вернуть. Помочь? Если бы не вы, Дзыба был бы жив. Садитесь. Спрашивайте, что надо. Подарок невесты? Наш платок.
Люди, чьи имена вышиты на платке, известные люди. Мы это выясним. Как он попал к Унарокову? Я скажу, начальник. Только не трогайте старого хахана. Раньше надо было думать. Торговаться не будем. Раньше, Зафесов. Ничего не могу пообещать. Асфар должен был показать платок. И тогда бы его принял мой друг. Ваш друг? Кто это? Лялям Балаев из Докбуха. Его имя есть на платке. Кровь пролилась. А я не хотел этого. Зафесов, вы арестованы. Ваш нейтралитет нам очень дорого обходится. Эфенди ждет тебя, уважаемый. Я жреца так не оставлю. Дело твое. Но лучше не зли его. Я подожду его здесь. Я должен сам увидеть Каро. Ты прав, дорогой гость. Не развязав мешка, не узнаешь, что в нем. Он стоит 40 тысяч золотом. Ну, а потомство от него пойдет по 20 тысяч. Хороший конь. Только откуда такие деньги у бедного муллы? Один Аллах ведает, как он к тебе попал. Я об этом не спрашиваю. Я прошу только половину. Выручи, Эфенди. Мне с этим дьяволом некуда деться. Понимаю, Тау. И мне с ним делать нечего. Разве что в колхоз отдать, улучшать их породу. Такого коня прятать трудно. Ну, хоть 10 тысяч. А? Ну, хоть 1000. Все, что могу дать. Хорошо. Бумага, не золото. И здесь нет 300. Аллах не забудет твоей доброты, Эфенди. Ты прав. Все от него, дорогой гость. Он дает, он и забирает. Поедешь в Докбух. Найдешь Ляляма Балаева. Возьми это. Покажешь ему платок. Спросишь про коня. Как только узнаешь, пристрели Карабаира сразу. На этот раз без фокусов, понятно? Успокойся, успокойся, Гербес. Ты испугался. Успокойся, успокойся. Тихо, тихо, тихо. Успокойся. Слушай, это же правда Каро. Знаменитый Каро! Мой Каро! Мой Каро! Хороший Каро! Вы видите, знаменитый Каро! Жеребенок от него по 20 тысяч. А у меня нет столько золота.
Но я тебе все отдам. Все, что у меня есть. Пусть все увидят Азамата на коро. А сколько есть, уважаемый? Даю 10 тысяч. Золотом. Ну что ж, я верю тебе. Деньги твои пойдут на священные дела. Еще хочу просить об одном. У меня есть хороший джигит. Возьмешь его? На допросе Хахан Зафесов назвал имя. Ляляма Балаева из Дагбуха. Это имя есть на платке. Но мы вчера проверили, в Дагбухе не оказалось никакого Ляляма Балаева. Большего от Хахана добиться не удалось. В Дагбухе? У меня есть предложение. Пустить в ход платок с одним человеком. Имя его Балан Тухи-хан. Салам. Валейкум салам. Шанибья, мне нужен Балан Тухи-хан. Заходи. Плохо в наших местах. Асфара убили в Кутском лесу. Ты знал Асфара? Ротмистр умер у меня на руках. Да пусть примет Аллах его душу. Чего же ты хочешь? Хахан просил найти жеребца и отправить его домой. От этого зависит спокойствие наших людей. Что мне ему ответить, Эфенди? Ты мог бы взяться за одно дело? Укажи путь к Карабаиру, и я сделаю все. Коню Азамата. Поедешь к нему и скажешь, что один из его джигитов Мухти связан с Денисовым из уголовного розыска. Пусть Азамат избавится от Мухтия и больше не показывается в Баюрте. Я сделаю все, как ты сказал. Но как мне найти Азамата? Я помогу тебе. Это он. Я его хорошо запомнил. Просит не мешать. Все нормально. Знак верный. Куда же они поехали? Тут что-то не так. Погоди, они же его прибьют, а мы... Тихо ты. Попался! Ты думал, я тебя не узнаю? Я давно за тобой охочусь. Вот мы и встретились. Я подарю тебя Азамату. Надо срочно брать мулу. Сообщи Дебагову. А ты выполняй приказ. Ну, вставай!
Приехали! Пошел! Пошел, собака! Принимай гостя! Ты сильнее прижимай, сильнее, а то молоко вытекает. Ага. Потом свое тавро поставим. Ага. А ну-ка давай. Что ж ты, мамалыги, пожалел? Плохо пропарила рога, трудно гнуть. Были рога крутыми, стали теперь другими. Так, давай другой. Так, другой. Теперь его сам хозяин не узнает. Меня зовут Муталип Акбашев. Ты уже называл это имя. Что привело тебя ко мне? Я хотел бы просить тебя помочь найти Карабаира. Карабаира? Да. У Нароков и Тау угнали его из-под моего носа. Эти имена я слышу в первый раз. А что еще передал твой хозяин? Ничего. Сказал, покажи платок, тебе помогут. Назови свое настоящее имя. Я уже сказал. Откуда у тебя этот платок? Тебе его в милиции дали? Какая милиция? Я вас не понимаю, Эфенди. Так скажешь правду, или тебе живым отсюда не уйти? Читаем молитву. Всем оставаться на местах. Встать. Увести. На выход. Вы хозяин дома? Да, это я. Вы арестованы. Обыскать помещение. Есть обыскать помещение. Как вы смеете? Я буду жаловаться. Вы оскорбили мой дом подозрением. Ну вот что, Лялям Балаев, хватит валять дурака. Вы обвиняетесь в связях с бандой Азамата Мамакаева и пособничестве конокрадам. Вот, в подвале нашел, в тайнике. Как это попало к вам, Эфенди? Я служу Аллаху. Чтение священных книг завещано всем правоверным мусульманам. Неужели Аллах мог призывать к борьбе с колхозами? Здесь так написано. Да, неплохая коллекция. Унесите. Мне тебя жаль, милиционер. Ты так давно гоняешься за Карабаиром, но так и не успел увидеть его. Верно я говорю, Тау? Да, и не увидят. Не спеши, Тау. Пусть посмотрит на жеребца. На том свете будет вспоминать мою доброту. Ашби! Хочешь? Ведь хочешь. По глазам вижу, хочешь.
хороший конь. Ты плохо шутишь, Азамат. И плохо кончишь. Азамат шутить не любит. Я убью тебя так же, как этого милиционера. Видишь? Это Мухтей. Он вздумал обмануть меня. И продался вам. Я измены не прощаю. Ты надоел мне, милиционер. Ажби, подвесь его. Не помешал? Нет, проходите. Извини, что так поздно. Ничего. Мы ненадолго. Эти вещи вам знакомы? Не понимаю. Это что, допрос? Да, если хотите. Я ничего не могу понять. Что здесь происходит? Ну, хорошо. Мы вам поможем. Скажите, гражданин Акбашев, вы знакомы с этим человеком? Повторяю, вы знаете этого человека? Да. Так. Откуда у вас эти вещи? Я взял их у хозяина. А кто ваш хозяин? Он перед вами. Это провокация. Вы за это ответите. Хорошо. Поручику Анзорову за мужество и отвагу, проявленную в боях с большевиками, от командующего войсками Юга России. Деникин. Грех отказываться от такого подарка. Подлая скотина. Это провокация. Подлог. Я буду жаловаться. Сядьте, поручик. Вы за это ответите. Как часто вы виделись с хозяином? Раз в месяц я ездил в порт Батуми. Там я получал эти папиросы. Еще что? Иногда посылки. Вы знали о содержании этих посылок? Нет, я этого не знал. Неправда, Акбашев. Вам должно было быть известно, что таким способом передавались инструкции из-за рубежа для антисоветского подполья на Северном Кавказе. Эй, Гумар! Что случилось? Там его нет. Скорее к Азамату. Азамат, милиционер сбежал! Как? Сбежал? Из команды не стрелять.
отвлекай! Азамат, сдавайся! Вы окружены! Шакалы! Я вам коро не отдам! Шутки кончились, Азамат! Бросай оружие! Дайте дорогу, а то убью его, как собаку! Как дам сигнал, сразу стреляй. Каро, иди ко мне. Ко мне. Иди. Иди, не бойся. Молодец, молодец, Каро. Хороший, хороший Каро.